Добрый день, уважаемые абитуриенты и родители, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас сегодня на Дне открытых дверей в онлайн-формате. Обычно вы всегда приходили в гости к нам, а сегодня мы пришли к вам. Сегодня вас ждет виртуальное знакомство с нашим колледжем, обзорная экскурсия по направлениям специальности. Мы постараемся познакомить вас с особенностями приема и поступления в колледж в 2020 году. Постараемся ответить на ваши вопросы и надеемся, что наши ответы будут полезными и полными для вас. Итак, со словами приветствия и обращения обращается к вам ректор Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы, кандидат социологических наук, доцент Сагитов Салават Талгатович. Уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, дорогие друзья! У каждого человека бывает мгновение, когда он оставляет школу. И сегодня это наступило у вас. Сегодня вы завершаете либо 9, либо 11 класс и определяетесь, куда же дальше пойти. Предложений море. Это и наши университеты, это и наши колледжи. А кто-то, возможно, пойдет и работать. Но если вы выбрали колледж, то есть несколько причин, чтобы поступить в колледж при нашем университете. Первая причина, что наш колледж многопрофильный, ибо он сложился путем присоединения 3 колледжей – индустриального, музыкального и непосредственно педагогического. И здесь вы можете получить профессии самые разные, которые нужны нашему обществу. Вторая причина – это то, что наш колледж и его выпускники очень востребованы. И здесь самое главное, то, что оборудование в нашем колледже самое современное. Колледж при университете имени Акмуллы – один из 3 колледжей, кто в 2019 году выиграл конкурс Министерства просвещения России. Ну и, наконец, третья причина. Ребятам, которые закончат колледж, впоследствии будет легче поступить в университет. Неважно, выберете ли вы наш Акмуллинский университет или любой другой, но у вас уже будут наработки, у вас уже будет опыт обучения не только в школе, но и в учебном заведении высшего звена. Поэтому добро пожаловать. А сегодня наши коллеги расскажут вам все, чем богат наш колледж, его истории, традиции. И, конечно же, мы ждем вас. К сожалению, вынуждены общаться онлайн, хотя День открытых дверей всегда привлекал очень много родителей и их ребят. Но я думаю, современные средства связи позволит нам сегодня полностью донести все то, чем богат наш университет и чем богат наш колледж. Рахмет Игорь. Позвольте объявить нашу онлайн-встречу открытой и передать слово директору колледжа, кандидату педагогических наук, доценту Иванову Валерию Генриховичу. Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители и все, кто к нам сегодня присоединился. Мы рады вас приветствовать в онлайн-формате в стенах Башкирского государственного педагогического университета. Мы говорим колледж, но на самом деле подразумеваем, что это университет. Университет проводит обучение по 3 уровням. Это первый уровень среднее профессиональное образование, который и называется колледжем. Второй уровень – это бакалавриат, 3-й уровень – магистратура. Чем славен наш колледж? Колледж имеет еще сравнительно небольшую историю, всего 7 лет. Но в то же время это богатая история, потому что история колледжа объединяет историю 3 известных колледжей. Это Уфимский государственный профессионально-педагогический колледж номер 2 и Уфимский библиотечный техникум. В 2013 году эти колледжи были ликвидированы, а студенты переданы Башкирскому государственному педагогическому университету. Вместе со студентами перешли и профессиональные кадры этих колледжей. Поэтому опыт, традиции этих колледжей сохраняется и приумножается сегодня. Сегодня в колледже работает 65 высококвалифицированных преподавателей. В основном это выпускники нашего же университета, молодые, перспективные, кандидаты наук, аспиранты, магистранты, продолжая, которые учатся еще. Наряду со штатными преподавателями колледжа свои знания и опыт передают и преподаватели кафедр университета. Это доктора, профессора, доктора наук, профессора, кандидаты наук. Поэтому мы говорим, что преимущество нашего колледжа заключается в том, что мы имеем не только отдельную базу колледжа, хотя она тоже очень богата и современна, в то же время мы имеем возможность пользоваться всей материально-технической базой нашего университета. Колледж
как отметил Салават Талгатович, имеет мастерские по стандартам WorldSkills. В прошлом году выиграл университет грант всероссийский, и уже практически к началу учебного года будут созданы еще 4 новых мастерских по направлениям, по которым ведется обучение в колледже. Да. Наши студенты принимают участие во всех региональных чемпионатах, всероссийских чемпионатах по WorldSkills и получают свои знания и опыт работы в наших школах и детских садиках, которые расположены не только в городе Уфа, но и на территории Республики Башкортостан. Материально-техническая база университета позволяет развивать все направления деятельности для наших студентов, будь это и направление по приобретаемой специальности, будь по это общественным направлениям, будь это волонтерское движение и так далее. Вот сегодня мы находимся в одном из прекрасных помещений университета, это именная аудитория имени Мустая Карима. Таких прекрасных аудиторий в университете и в колледже очень много. Поэтому там, где наши студенты занимаются, сама атмосфера творческая и как бы заставляет, уже принуждает заниматься, так скажем, серьезно подойти к своему обучению, к освоению профессии. То, что отличает наш колледж от других колледжей Республики Башкортостан и города Уфы, в том, что мы занимаемся в стенах университета. У нас нет разделения между студентами колледжа или студентами университета. По сути, поступая в университет, поступая в колледж, вы получаете студенческий билет студента Башкирского государственного педагогического университета. Вы получаете зачетные книжки, где написано, что вы являетесь студентом Башкирского государственного педагогического университета. Только уровень освоения, уровень профессии – это среднее профессиональное образование. Поэтому вы можете гордиться, что и выпускники 9 классов, которые поступят к нам в колледж, что они стали студентами высшего учебного заведения, выпускники 11 классов, которые, их там порядка 1000 человек, которые в этом году решили не сдавать единый государственный экзамен. В то же время вы тоже можете стать студентами Башкирского государственного университета, не сдавая ЕГЭ, поступив на уровень среднего профессионального образования, поступив в наш колледж. Для вас тоже в этом году открыты дополнительные места, про которых уже более подробно скажут наши коллеги. Хотелось бы что еще сказать, что вот проживая студенческую жизнь совместно со студентами высшего учебного заведения, наши выпускники не хотят отрываться от родного альма-матер. В этом году у нас колледж заканчивает порядка 500 выпускников, из них 3/4 уже изъявили желание продолжить обучение в стенах нашего университета. Это, наверное, тоже является показателем того, какое отношение к нашим студентам, какое отношение студентов к учебному заведению, будь то уровень колледжа или уровень университета, потому что только там, где отношения хорошие и в то же время требовательные, только там, где дают высококвалифицированные, качественные знания, только там есть желание студентов продолжить обучение в этом же учебном заведении. Мы вас ждем, дорогие абитуриенты. Сделайте свой правильный выбор и поступайте учиться к нам в Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акбуллы на уровень среднего профессионального образования, то есть в колледж БГПУ имени Акбуллы. Ждем вас. Спасибо. Итак, мы продолжаем нашу онлайн-беседу. И, уважаемые абитуриенты, вашему вниманию предлагается виртуальная обзорная экскурсия по направлениям специальности. Как уже было ранее сказано, наш колледж готовит специалистов по 15 направлениям специальности среднего профессионального образования. Это востребованные, современные и перспективные специальности. Туризм, квалификация специалист по туризму – это одна из самых популярных направлений специальности у абитуриентов. Практика-ориентированная специальность. Со следующего учебного года официально будут введены стажировки студентов в зарубежные страны в рамках производственных практик. К сожалению или к счастью, многие туристические фирмы сегодня опустошились, но
думается, что никуда не денемся, границы откроются, и у нас в Башкортостане очень большой потенциал внутреннего туризма, но не хватает ресурсов. Поэтому мы ждем вас, тех, которые будут продвигать и реализовывать туры, формировать и создавать туристский продукт. Гостиничный сервис, квалификация менеджер. Это одна из наиболее разносторонних и быстро развивающихся специальностей. В рамках этой специальности готовим профессии менеджер различных служб, гостиниц и туристических комплексов, офис-менеджер, референт, турагент. Чему научат? Организовывать предоставление гостиничных услуг, оказывать услуги по приему и размещению гостей, организовывать и проводить бизнес-мероприятия, управлять трудовыми ресурсами, принимать эффективные решения. Гостиничное дело – специальность, квалификация специалист по гостеприимству. Это одна из перспективных специальностей, которая входит в перечень ТОП-50. И в этом году мы впервые ведем прием на эту специальность на базе среднего общего образования, то есть 11 классов на коммерческой основе. Гостиничный сервис и гостиничное дело – это те два направления, которые дают возможность встречаться с новыми людьми со всего света, не выезжая из дома. Чем же отличается специальность гостиничное дело от гостиничного сервиса? Практически это одинаковые направления, но в содержании образовательного стандарта гостиничного дела включен дополнительный модуль общественного питания, то есть это модуль организация деятельности сотрудников службы питания, что позволяет, выбрав это направление специальности, работать в любом ресторане мира. Земельно-имущественные отношения, квалификация специалист по земельно-имущественным отношениям. Не зря говорят, что человек этой профессии – это и маркетолог, который исследует рынок, и юрист, который оформляет документы, и экономист, который применяет формулы. Кроме того, эти специалисты сумеют помочь людям купить, продать, оценить, измерить, оформить, ну, например, право собственности на земельный участок или на другие виды недвижимости. В рамках этой специальности мы реализуем профессии землеустроитель, инженер бюро технической инвентаризации, оценщик, риэлтор, специалист по технической инвентаризации. Право и организация социального обеспечения, квалификация юрист. Это лидирующая специальность по количеству поданных заявлений за последние 5 лет. Здесь самый высокий рейтинг среднего балла аттестата. Здесь самая широкая направленность специальности по трудоустройству. Это и специалист в сфере социальной защищенности, защиты населения. Это и специалист пенсионного обеспечения. Работник кадровой службы, помощник юрисконсульта, одним словом, квалификация юрист. Рациональное использование природохозяйственных комплексов, квалификация техник-эколог. Сегодня экологи востребованы, они связаны с обеспечением экологической безопасности. Сегодня на рынке труда для специалиста-эколога открыты следующие вакансии. Одним, допустим, требуется технический помощник, другим узкий специалист, ну, например, в работе с токсическими загрязнителями. Третьим – проектировщик, четвертым – начальник отдела природопользования. Набравшись опыта, специалист может стать экспертом своего направления, а затем и дорасти до координатора проектов. Музыкальное образование. Для процветания России и Башкортостана необходимы современные, интеллигентные, профессиональные кадры. Это педагогические направления. Их у нас всего в колледже 6. И первое из них – это музыкальное образование по квалификации учитель музыки, музыкальный руководитель. Учитель музыки – это не только профессия, но и призвание. Ты счастлив от того, что можешь подарить детям красоту и счастье открывать прекрасный мир музыки. Практика организуется на базе ведущих дошкольных и общеобразовательных организаций, детские сады, школы, гимназии, лицеи города Уфы. Следующее педагогическое направление – изобразительное искусство и черчение, квалификация учитель изобразительного искусства и черчения. Красота спасет мир – это здесь. Специалисты данной профессии востребованы на рынке труда. По окончании учебы они применяют свои силы в общеобразовательных и художественных школах, студиях, в центрах детского творчества, подростковых клубах. Следующее педагогическое направление – физическая культура, квалификация учитель физической культуры. Обучаясь в колледже на эту специальность, в рамках дополнительного образования можно получить еще одну профессию – инструктор по туризму и фитнесу, методист по организации физкультурной и спортивной деятельности, организатор детского и подросткового физкультурного движения, спортивный инструктор, специалист в центрах социальной реабилитации,
тренер по избранному виду спорта. Следующее педагогическое направление – дошкольное образование, квалификация воспитатель детей дошкольного возраста. Специалист по дошкольному образованию востребованы на рынке труда сегодня как никогда. Возможность трудоустройства – детские сады, коммерческие дошкольные учреждения, семейные детские сады, частные детские сады, домашние детские сады, пришкольные детские сады, гувернерская служба. Следующее педагогическое направление – преподавание в начальных классах. Профессия учителя начальных классов требует от специалиста совмещения многих качеств, как личностных, так и профессиональных. Важность задачи педагога сложно переоценить. Он закладывает фундамент всех будущих знаний человека, формирует его мировоззрение, начинает социальную адаптацию ребенка. Первый учитель решает непостижимое количество проблем и ежедневно отвечает на массу вопросов, возникающих беспрерывно в головах детей. Одним словом, если вы готовы взять на себя такую ответственность, мы ждем вас. Следующее направление специальности – библиотековедение, квалификация библиотекарь. Библиотекарь – профессия интеллигентных людей. Сегодня библиотеки в основном электронные, располагают традиционными и электронными ресурсами. Осуществляется виртуальное обслуживание пользователей. Библиотеки, как информационные и культурные центры, предоставляют возможность работать в комфортных условиях. Документационное обеспечение управления, архивоведение, квалификация специалист по документационному обеспечению управлению, архивист. Студенты за период обучения овладевают множеством профессиональных компетенций. Здесь широкий спектр изучаемых дисциплин и практически неограниченный выбор для трудоустройства. Секретарь-администратор, делопроизводитель, секретарь руководителя. Следующее направление – профессиональное обучение по отраслям по специализации программирования в компьютерных системах, квалификация мастер производственного обучения, техник. Широкий спектр изучаемых дисциплин делает наших выпускников по этой специальности востребованными на рынке труда и также предоставляет им неограниченный выбор для трудоустройства. Программист, веб-разработчик, техник, учитель информатики, системный администратор, проектировщик, графический дизайнер и многое другое. И завершающее направление специальности – информационные системы и программирование, квалификация разработчик веб- и мультимедийных приложений. Это одна из самых актуальных профессий в этой отрасли. Это направление специальности также входит в перечень ТОП-50. И в этом году у нас объявлен прием на эту специальность на базе 11 классов на коммерческой основе. Ни одна организация сейчас не обходится без веб-сайта и приложения. Чаще всего у большой компании их несколько, их нужно постоянно поддерживать и обновлять. Рынку остро нужны молодые веб-разработчики, которым интересно развиваться в разработке игр, сервисов и посадочных страниц. Получение квалификации разработчик веб и мультимедийных приложений – это углубленное изучение веб-дизайна, верстки и мобильной разработки. На этом, уважаемые абитуриенты и родители, мы завершаем. Наша виртуальная обзор-экскурсия подошла к завершению. Спасибо за внимание. Продолжаем нашу работу и о том, что учиться в нашем колледже интересно и почетно. Слово предоставляется заместителю по учебно-воспитательной работе Гардамшиной Наталье Николаевне. Здравствуйте! Каждый год мы гостеприимно распахиваем двери для пополнения большого и дружного коллектива студентов колледжа БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы, которые поступают в колледж из разных школ города Уфы, нашей республики и не только, и становятся первокурсниками нашего учебного заведения. В колледже созданы благоприятные условия для творческого развития студентов, внеучебной деятельности и творческой жизни. Походы в музеи, в театры, концерты, участие в творческих студенческих коллективах – это все и для вас, будущие студенты колледжа. Конечно, проводятся у нас и свои отдельные внутренние мероприятия, так что скучать вам не придется точно. Активно ведет работу креативная группа колледжа.
Она объединяет творческие коллективы студентов, которые принимают участие в музыкальных, театральных конкурсах и фестивалях колледжа, Башкирского государственного педагогического университета, Республики Башкортостан и России. Среди наших студентов и выпускников лауреат Российской национальной премии «Студент года», финалист национального музыкального студенческого проекта «Универвидение». Колледж ежегодно принимает участие и занимает призовые места в вузовских конкурсах, фестивалях «Студенческая весна», «Студенческая осень». В 2019 году колледж занял второе место среди 24 колледжей города Уфы в региональном этапе республиканского фестиваля «Студенческие встречи». Наш колледж славится и спортивными достижениями. Многие наши выпускники и ныне обучающиеся студенты – это чемпионы мира, Европы, России и республики в различных видах спорта. Есть и участники олимпиад, и олимпийская чемпионка. В октябре 2019 года студенты нашего колледжа заняли первое место в спартакиаде среди колледжей Республики Башкортостан. С 2017 года колледж БГПУ принимает участие в чемпионатном движении профессионального мастерства WorldSkills. Студенты специальностей туризм, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование – участники отборочных соревнований и региональных чемпионатов Республики Башкортостан, а также других регионов России. В декабре 2019 года в Республике Башкортостан состоялся 5-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills». Студентка нашего колледжа завоевала золотую медаль и диплом победителя по компетенции преподавания музыки в школе. Студенты колледжа – активные участники волонтерского движения, принимающие участие в благотворительных акциях помощи нуждающимся жителям города Уфы и региона, помощи приютам и домам престарелых, остро нуждающимся больным деткам. В колледже реализуется программа социальной поддержки студентов, оказавшимся в сложной жизненной ситуации или находящихся в затруднительном материальном положении. Им предоставляются различные виды социальных выплат в виде материальной помощи и назначения студентам очной формы бюджетной основы обучения, государственной социальной стипендии. Также социальную помощь студентам колледжа оказывает профсоюзная организация университета, которая поддерживает как студентов очной формы бюджетной основы обучения, так и студентов очной формы, обучающихся на коммерческой основе. Но в любом случае студент колледжа должен являться членом профсоюзной организации Башкирского государственного педагогического университета. Студенты очной формы бюджетной основы обучения имеют право на получение ежемесячной выплаты в виде академической стипендии, если студент обучается на 4 и 5, и повышенной академической стипендии, если обучается на 5. Одним из главных элементов воспитательной системы колледжа является Объединенный совет обучающихся, в структуру которого входят все органы студенческого самоуправления. Это студенческий совет колледжа, креативная творческая группа, студенческий профсоюз, объединение студентов-волонтеров, спортивное объединение студентов колледжа, старостат, студенческий совет общежитий. На период обучения иногородним студентам очной формы бюджетной и коммерческой основы обучения предоставляются общежития. Студенты, обучающиеся на первом курсе, проживают в общежитии, которое находится во дворе колледжа в шаговой доступности. На втором курсе большая часть студентов переходит в общежитие номер 1 и номер 2 студенческого городка Башкирского государственного педагогического университета, который находится в центре города Уфы на улице Свердлова. Всесторонность воспитания, единство трудового, интеллектуального, физического, нравственного, эстетического воспитания – вот составляющие внеучебной деятельности нашего колледжа. Поступайте к нам учиться, и ваша жизнь наполнится яркой радугой новых эмоций и перспектив. Ждем вас! Спасибо. Мы продолжаем нашу онлайн-беседу. За время беседы вот уже поступили вопросы от абитуриентов. Мы попробуем объединить и вкратце на каждый вопрос дать ответ.
Ну, в связи с сложившейся ситуацией в этом приемном году, в соответствии с приказом Министерства просвещения России от 26 мая номер 264 об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, прием будет проводиться дистанционно. Прием документов начинается с 20 июня. Подать заявление можно будет двумя способами. Первый способ – это электронная форма. Документ на бумажном носителе переводится, преобразуется в электронный образ путем сканирования или фотографирования. И второй способ подачи документов – это через операторов почтовой связи общего пользования. Последняя дата подачи документов по специальностям завершается 25 августа в 16:00. И по тем направлениям специальностям, где сдают вступительные испытания, а это направление специальности музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, физическая культура, последний срок подачи заявления 15 августа 16:00. Здесь спрашивают, какой перечень документов, какой комплект документов необходим для приема в колледж. Ну, во-первых, это заявление, которое необходимо вам заполнить синими чернилами, распечатать и скан-копию прикрепить в личный кабинет абитуриента. Второе – это документ, удостоверяющий личность, гражданство, это паспорт, скан-копия, и документ об образовании или же документ об образовании и квалификации, это аттестат. Аттестат на базе основного общего класса, то есть это 9 класс, и аттестат на базе среднего общего образования, это 11 класс. Вступительные испытания будут проводиться для 3 направлений специальностей. Это, еще раз повторюсь, музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение и физическая культура. Экзамены пройдут и онлайн-консультации, то есть все будет проходить в режиме онлайн, в электронном формате с 17 по 21 августа. По физической культуре это дисциплина вступительного экзамена ОФП, то есть расшифровывается общая физическая подготовка, это будет тестирование. По специальности музыкальное образование, творческое направление, то есть мы будем проверять преподавателей музыкальный кругозор, это в форме тестирования. И по специальности изобразительное искусство и черчение – это творческий экзамен. То есть вы будете присылать рисунок, который, в общем-то, будет оценен членами приемной и предметной комиссии. Чтобы подробно изучить, какие критерии и какое содержание тематическое включает в себя та или иная специальность, вам необходимо будет изучить это, значит, программы на сайте, которые будут выложены на сайте. Да, то есть программы вступительных испытаний будут выложены на сайте. Обязательный предварительный медицинский осмотр. Здесь речь идет о направлениях специальности, о педагогических направлениях специальности. Это, еще раз повторюсь, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, профессиональное обучение, физическая культура, музыкальное образование и изобразительное искусство и черчение. Вам необходимо будет представить медицинскую справку определенной формы. Это учебная справка 086. Еще какая особенность? Что касается медицинской справки, то вы в заявлении, когда будете заполнять, личной подписью должны будете подтвердить тот факт, что вы обязуетесь в течение первого учебного года представить медицинскую справку. Это раз. Второе, что вы обязуетесь в течение первого года обучения представить оригинал аттестата. Это два. Что вы обязуетесь, подтверждаете тот факт, что вы впервые получаете среднее профессиональное образование. И еще очень важный момент, что вы обязуетесь подтвердить тот факт о том, что вами не подано и не будет подано заявление о согласии на зачисление в другие образовательные организации на бюджетной основе. Согласие на зачисление по срокам мы должны будем представить, вернее, вы должны будете представить до 26 августа 16:00.
То есть это обязательное правило, которое мы должны будем соблюсти, эту процедуру. Сам приказ о зачислении выйдет на следующий день, 27 августа. То есть ректором будет издан приказ о зачислении с приложением списка, пофамильного списка поступивших, то есть лиц, рекомендованных приемной комиссии. Это вот очень вкратце по срокам подачи, приема и поступления в наш колледж. Вашему вниманию сейчас хотелось бы немножко вот подтверждение этому, что с призывом, почему мы хотим видеть и рады будем вас видеть в нашем колледже, видеоролик, то есть то, о чем говорят наши студенты о нашем колледже. Вот немножечко вашему вниманию. Привет, дорогой друг! Меня зовут Дина, и я учусь в колледже БГПУ имени Акмулы. Я выбрал колледж БГПУ имени Мифтахиддина Акмулы, потому что он является самым престижным педагогическим колледжем Республики Башкортостан. Большой плюс в том, что мы входим в структуру университета, поэтому наши студенческие дни наполнены пользой и весельем. С поступлением я полностью погрузилась в мир музыки, а также смогла себя реализовать как постановщик номеров. Но на данный момент я являюсь культурным колледжем. Атмосфера будней нашей учебы всегда творческая. Я научилась терпению, стала более активной, приобрела многие профессиональные навыки, нашла себя и близких мне по духу людей. Колледж подарил много ярких воспоминаний и незабываемые студенческие годы. Так, в 2017 году и в 2019 я участвовала в конкурсе World Skills, где смогла показать все свои знания и умения по данной специальности. Именно этот колледж открыл как и передо мной, так и во мне множество неизведанного и нераскрытого. Здесь тебе не стоит бояться того, что ты не сможешь чего-то добиться, а все благодаря нашим замечательным педагогам, которые с удовольствием помогут тебе во всем и будут поддерживать тебя в любых твоих начинаниях. За время обучения высококачественными педагогами я получил много знаний, с помощью которых я зарекомендовал себя в различных учебных заведениях во время практики. Я приглашаю тебя в наш колледж, потому что именно наш колледж – это возможность раскрыть себя как прилежного студента и творческую личность. Поэтому приходи, знакомься с нами поближе, и я уверена, тебе здесь очень понравится. Так, ну что ж, продолжаем нашу онлайн-беседу. Очень много вопросов поступает у абитуриентов по поводу среднего балла аттестата и как будут сдаваться вступительные испытания по физической культуре. Ну, понятно, что в этом году ситуация сложилась иначе, по-другому, поэтому если раньше студенты сдавали, и мы проверяли физические данные в реалии, это было легкоатлетические нормативы сдавали девушки и юноши, то в этом году это будет, к счастью или к сожалению, тестирование. Вступительные испытания в форме тестирования будут проводиться, и по окончанию, по результатам вступительных испытаний каждый должен будет получить зачетную систему. Те, кто прошли эту зачетную систему, этот порог, который будет прописан в программе вступительных испытаний, вы выстраиваетесь в протоколе по рейтингу аттестатов. То есть это касается и направления музыкального образования, и изобразительного искусства и черчения. То есть вот то, что касается по вступительным испытаниям во время приема. То есть по результатам в итоге получается по итогу среднего балла аттестата. То есть после сдачи вступительного экзамена вы получаете еще раз зачетную систему, и все зачетники выстраиваются по рейтингу аттестатов. Так, ну что еще? Можно, вопросы какие могут быть еще звучать. Значит, у нас на сайте будет, вы можете на сайте увидеть и посмотреть более подробную информацию по контрольным цифрам приема на бюджетной основе, то есть по всем направлениям специальности, перечисленных вот 15 направлений специальности на базе основного общего, бюджетная основа, по 25 бюджетных мест, у специальности физической культуры это 50 мест, это контрольные цифры федерального и местного бюджета.
Всего мы принимаем в этом году, у нас 405 бюджетных мест, из них 30 бюджетных мест по заочной форме обучения. Также информация представлена на сайте университета, это bspupk.email.ru, и эту же информацию можно увидеть на сайте нашего колледжа ugppk yandex.ru. Что касается контрольных цифр приема на коммерческой основе, то мы в этом году принимаем на базе основного общего, на базе 9 классов у нас 50 мест. Это по 2 направлениям специальности: туризм и право организации социального обеспечения. И на базе 11 классов на коммерческой основе ведем прием по специальностям информационной системы и программирования, право и организация социального обеспечения, туризм, гостиничное дело, дошкольное образование, физическая культура и преподавание в начальных классах. 95 мест на коммерческой основе выделены на заочную форму обучения. Это право и организация социального обеспечения 25 мест, туризм 25 мест, дошкольное образование 10 мест, физическая культура 25 мест, библиотековедение 10 мест, итого 95 мест. То есть это то, что касается контрольных цифр приема. Еще раз повторюсь, что все будет проходить в электронной форме. Заранее, ближе к дате, к 20 июня, появится на главной странице университета та нужная важная кнопочка. Когда она откроется ближе к этому времени, и вы сможете уже войти в личный кабинет абитуриента и весь должный комплект и перечень документов представить в том виде, в котором необходимо. Еще такая особенность: в случае недостачи документов, неполного перечня документов и недостоверных сведений, приемная компания вправе отказать вам в приеме документов. Поэтому будьте внимательны и корректны, и, в общем-то, заполняя заявление, хочу повториться, синими чернилами, вы должны заполнить его, по возможности, печатным способом, печатными буквами, либо тем почерком, который будет читаем, да, читаем членами приемной комиссии, чтобы все было читаемо. Так, ну что ж, казалось бы, с одной стороны, встреча у нас была вроде бы и объемная, и в то же время очень короткая, да, все очень компактно, какие-то основные ориентиры и направления мы вам попытались выдать, а все самое подробное, всю подробную информацию, еще раз я повторюсь, вы можете увидеть и посмотреть на сайте университета bspupk.email.ru и на сайте нашего колледжа ugppk.yandex.ru. Спасибо за то, что вы были с нами. Отличного дня и до встречи в нашем колледже. Мы рады будем вас видеть. До свидания.